На улице начинает моросить. Наверное, поэтому и свернули работу строителей. По Исмурзиева обустраивают сквер. Главный архитектор администрации Назрани рассказывает о проведенной работе. Построен в этом году, работа здесь уже близится к завершению, и до 1 декабря территория будет открыта полностью, введена в эксплуатацию. Здесь проведены такие виды работ, как озеленение, устройство освещения, установка скамеек, урн. Урны еще не поставили, но до конца этого срока они должны их поставить. Потом качели. Осталось только некоторую часть озеленения, деревья посадить еще немного. Сквер благоустраивают в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным еще в 2019 году. Главная цель проекта – создание комфортных условий для жизни граждан. Геолокация территории благоустройства определили путем голосования. В 2021 году данная территория была выставлена на голосование. Правда, в том году она была среди проигравших, и получилось так, что победители 4 территории были благоустроены в прошлом году, в 2022 году, а оставшиеся 4 благоустраиваются в этом году. Эту территорию предложили, то есть сами люди с Насыркорского округа. Тут еще сложилось так, что стоит школа, недалеко садик, пожарная часть и так далее. По завершении всех работ объект будет передан на баланс администрации. Они и будут вести надлежащий уход за объектом, в том числе и по защите сквера от вандалов и бесконтрольно разгуливающего скота. Животные, к слову, уже сейчас рвутся на обустроенную площадку. По поводу бродячего скота ведется тоже работа с хозяевами и так далее. Однако полностью искоренить эту проблему для города пока не представляется возможным. Сквер располагается рядом с 18-й школой. Дети после уроков зачастую в ожидании родителей коротали время по-разному. Сейчас подождать, пока за ними приедут, они могут, катаясь на качелях. Есть же сквер у вас? Объект расширили и объединили со сквером, который располагался вдоль улицы Весенняя. Это позволило обустроить здесь велодорожку, установить дополнительные скамейки и освещение, так что сюда можно выйти на прогулку и в темное время суток. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.